Добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканалах ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. В студии Светлана Кадырова. Добрый вечер. Хайрли Киш. В доковидном периоде, мне хочется сказать, но в доковидном году, в 2019 в Татарстане было заключено 24 182 брака, около 19% союзов межнациональные. Это значит, что более 80% женихов и невест, по данным статистики, одной национальности. Это примерно, эта пропорция сохраняется последние годы. Вот так ли важны для современного брака национальные традиции? Тема нашего сегодняшнего ток-шоу. И я представляю наших экспертов, которые помогут нам в этой теме немного разобраться. Гульнара Флатовна Габдрахманова, доктор социологических наук, руководитель отдела этнологических исследований Института истории имени Марджани. Добрый вечер. Чулпан Ильдусовна Ильдарханова, директор Центра семьи и демографии Академии наук Татарстана, доктор социологических наук. Рада вас Добрый видеть. вечер. Руслан Валерьевич Айсин, историк-политолог, руководитель площадки Татполит. Давно вас не видели, рада вас видеть вновь. Неля Касимовна Зиганшина, председатель общероссийской общественной организации «Союз мусульманок России», директор Международного центра создания семьи. Айрат Загриев, ведущий безалкогольных и халяль мероприятий, актер кино и телевидения. Все верно? Он самый, да, и Исамисас, здравствуйте. И Алина Габдульна, руководитель республиканского Никах-центра, который существует, и мы тоже сегодня узнаем, насколько он популярен, насколько эти услуги сегодня популярны. С нами на интернет-связи Азат Галямшин, продюсер зрелищных мероприятий из Москвы. На данный момент он в Сочи, как мы можем видеть. Азат, приветствуем вас. Хайликиш. И накануне мы записали интервью с Равилем Беляевым, доктором философии, имамом мусульманской общины Финляндии. И его интервью мы послушаем чуть позже. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 554-56-10, код Казани 843. Нас также можно смотреть прямо сейчас в группе ТНВ ВКонтакте и на YouTube. Эксперты могут работать с кнопками на пульте. Красный категорически не согласен, зеленый согласен, белый отношусь нейтрально. Итак, пожалуйста, еще раз. Красный не согласен, Так. протестую, вот возражаю, зеленый согласен, белый отношусь нейтрально. Я понял. Ну итак, по традиции начала семейной жизни свадьбы, и мы задали нашей аудитории в соцсетях вопрос. Вот какой вариант бракосочетания приемлем для создания татарской семьи? Традиционный в ЗАГСе, так ответили 7% проголосовавших, 72% это максимальный процент респондентов выбрали ЗАГС и Никах, 10% одобряют только Никах. Ну, еще 10 согласны на семейную жизнь без официального оформления. Но я думаю, это всегда так, да, Руслан? Гражданский брак. Да. Гражданский брак, как мы говорим, хотя на самом деле это, в общем-то, народное, общенародное принято. На самом деле гражданский брак – это оформление исключительно в ЗАГСе. Вот мы такой же вопрос задаем нашим телезрителям. Я хотела бы, чтобы эксперты высказались по поводу такого интернет-голосования. Ну вот, Руслан, по крайней мере, вот как у вас это все происходило? Вы какой путь прошли? Да, традиционный, в общем-то, и Никах, и ЗАГС. Так. Но я понимаю, то есть я буду выступать как представитель мужского, понятно, части населения. Я противник ЗАГСов не потому, что это, как там считается, значит, печать и так далее. Я считаю, что это пережиток советского периода, потому что ЗАГС был нужен для того, чтобы заменить те религиозные структуры, которые фиксировали состояние гражданского брака. Понятно, что гражданский брак немножко звучит не очень. Гражданский брак – это значит то, что не зафиксировано государством. И вот ему на смену молам, которые фиксировали, и священникам христианским, которые у себя фиксировали браки, венчания или никахи, пришли ЗАГСы. То есть у нас получается такое двойное кольцо. Значит, с одной стороны религиозный обряд, с другой стороны государственный обряд. Государственный, я считаю, государство вообще не должно, на мой взгляд, сильно вмешиваться в дела семьи и в личную жизнь. ЗАГС немножко эти вещи, на мой взгляд, нарушает, потому что он вторгается в частное пространство. А это является, на мой взгляд, неприемлемой вещью, потому что это некая тайна, это, по сути говоря, такая мистерия, в которой никто не должен присутствовать, на мой взгляд. ЗАГС – это вещь, которая опубличивает, во-первых, отношения этих людей, во-вторых, придает ему такой фатально-тоталитарный характер, на мой взгляд. Поэтому я думаю, что молодежь идет по пути регистрации брака религиозным путем, потому что она действительно понимает, что вот этот ЗАГСовый вариант, он немножко уже лишний в этом уравнении. Сколько лет назад вы заключили брачный союз? По-моему, 15, если не ошибаюсь. Ну, как всегда, как мужчина отвечает, примерно 15. Я надеюсь, что вы попали, и супруга не обидится. Если бы сегодня, 15 лет назад, то есть это у нас начало 2000-х, то есть еще не популярны, понятно, что и Никах только начинается, да, особая популярность, и ЗАГСы. Мне кажется,
двойной формат более популярный и модный становится. Вот если бы в этом году заключали брачный союз, только никак? Только никак, конечно. Я вообще сторонник минимизации взаимоотношений с любой номенклатурной структурой, потому что это сразу огромное количество справок, денег и каких-то обязательств, которые на тебя навешивают, как на новогоднюю елку. Вот я сторонник такого более, скажем так, интимного взаимоотношения с своими любимыми людьми. Хорошо, Чулпан Ильдусовна, как вам есть что ответить Руслану? То есть и по какому пути вы проходили? С позиции значимости демографических расчетов, особенно в условиях существенных потерь народонаселения сегодня, конечно, для нас очень важно, чтобы браки регистрировались в органах ЗАГС, поскольку дальнейшая регистрация детей, рожденных в этих браках, позволяет правительству корректировать те меры социальной поддержки, которые направлены на то, чтобы дети из категории, если это семьи с небольшим доходом, имели все преимущества, все блага, которые им не могут самостоятельно предоставить родители в силу низкого экономического дохода. То есть ЗАГС фактически должно быть исключительно подпись в документе и так далее, когда мы получаем оно и прописку так в квартире, зафиксируется. Да? Вообще невозможно. Это так, только, наверное, каких-то у цыган так не фиксируется. В любом случае ребенок рождается, его сразу ставят на учет. То есть сейчас система-то у нас унифицирована и централизована, еще и как бы биг-дата, общие базы данных. Поэтому, на мой взгляд, ЗАГС в этом смысле уже такое лишнее звено, аппендикс. Вот. Плюс ко всему вот эта вот помпезность такого сталинского формата немножко, на мой взгляд, вываливается из контекста эпохи. Мне кажется, некоторые даже специально делают из-за того, что там, чтобы прозвучало «кольцо не имеет начала». Вот это вот. Я шучу, конечно же. Правильно говорит То есть Руслан, ради церемонии имеется в виду, да? Для красоты момента и так далее? То есть, сама церемония, вот сама вот эта вот регистраторша, то есть вот не зря же много баек ходят, то есть в народе то, что вот такая прическа, то есть женщина в красном платье, которая вот так вот «властью данной мне», ну то есть вот это вот. Потом же люди все время это вспоминают. А в плане того, что я уж, извините, что я вклинился, даже вот опыт показывает, с молодоженами я когда сколько общаюсь, и они говорят, ну, мы бы в ЗАГС не пошли, честно говоря. Мы прочитали никах, может быть, потом сделали свадьбу, может быть, да, вот. Но просто ЗАГС, это правильно вот было сказано, что это нужно оформить, ну, то есть в нашей стране без бумажки, получается, ничего и не выйдет, да? Оформить-то можно да. без этого, я считаю, без помпезности. Вот вы здесь правильно сказали по поводу ритуала. Ведь что такое ритуал, например, в религиозном восприятии? Почему я сказал, что это симулякр замены? В ритуале каждый акт, он имеет смысл некий. Священный, сакральный и так далее. Здесь же получается, что вы с одной стороны идете делаете религиозный акт, и с другой стороны делаете его симулякр. То есть, по сути говоря, вы и тот акт, и этот ритуал, и этот просто обнуляете. Знаете, как в физике, да, когда два атома, они аннигилируют друг друга, здесь то же самое. Но люди, понятно, молодые, они же об этом не задумываются. Где-то родители там настаивают, давай 500. Вот в Казахстане, я частый гость в Казахстане, там молодые люди стонут, потому что эти ТОИ, которые они проводят, по 500 человек берут кредит, у них в банках есть кредит ТОИ. Их родители заставляют просто. И они потом, бедолаги, там 3, 5, 10 лет оплачивают эти вот подарки, эти ТОИ. Но при этом это же традиция, о которых мы сегодня говорим. Ну, это как бы традиция, традиция, которая, она вот недавняя. Потому что 100 лет назад, я извиняюсь, такие свадьбы могли позволить себе только очень богатые люди. Это советское наследие, которое над нами висит. Давлеет, да? Да. Кстати, да, есть Другое такое. дело, что вот никах, вот вы, Светлана, сказали, что он появился якобы в начале 2000-х. Ну, если о современных, когда мы говорим. Но вы знаете, никах это было такой всегда взлет. естественной частью традиционного татарской жизни всегда. Особенно в селах. Вот этнографы очень хорошо это фиксировали в 70-е, 80-е годы прошлого столетия. Никах проводили всегда. Особенно в селах. В городах, конечно, это было гораздо реже, меньше. Но сегодня, конечно, изменилась форма вот этого проведения, вот этого ритуала. Сегодня уже мало кто проводит дома никах, как это делалось раньше. Это тоже превращается в церемонию. Тоже богатую, красивую. Церемонию, которую часто ни жених, ни невеста, ни родственники не готовятся, а просто приходят в мечеть, садятся за готовый стол, есть специальный ведущий. То есть сегодня уже поменялось немножко вот содержание, оформление вот этого ритуала. Но никак это вот он был, есть и будет всегда. Вот татар. Да, что еще? Вы правы. То есть вот я даже недавно тоже сам размышлял на эту тему, я написал на эту тему пост, что раньше, как это было? Иде,
все собирались, да? сами Приходил готовили. бабай, которого мы называли мулла, да? Там все собирались близкие родственники, он что-то почитает, потом быстренько раздали платочки, поели, да, первый, второй, и все, бисмилля на это, и пошли. Вот никах, да? Вот у меня тоже был такой никах. А сейчас, ну, на самом деле, я даже радуюсь тому, что этот никах выходит за квартиры, то есть он выходит в кафе, в рестораны, он выходит уже, люди шьют себе красивые платья, то есть, да, то есть они приглашают хазрата, то есть какую-то, может быть, кто-то программу какую-то делает. Но это уже в том плане, что это уже не проходит вот так вот кустарно где-то, да, сейчас уже матуритеры обширно это делают, да. Люди вот сейчас... Нет, это хорошо, но это превращается как раз в церемонию, идет замена вот той церемонии, Ну да, да, в ЗАГСе, о которой мы возможно, говорим, да. по сути, все это и превращается, потому что и наряды появляются специальные. Да, Наля Касимовна? После выступления Руслана я вот сейчас стою и слушаю, многие мужчины передумают пойти в ЗАГС. Поэтому я бы хотела все-таки добавить, что Что никах и ЗАГС Руслан, вы необходимы, сейчас да? разрушаете мечты многих девушек. Вот белое платье, да? Фатам или там платок красивый. То есть вот эта вся церемония. Я не говорю о очень дорогих свадебных таких застольях, да? Этого не обязательно, не надо в кредит все делать. Но пойти в ЗАГС и расписаться — это мечта каждой девушки. Это вот И такая это традиция. гарантия, да, что Гарантия, потом ты что- юридически будешь подкреплен. Я ни в коем случае не спорю, у меня у самого дочь растет уже как бы... И говорит, пап, когда в ЗАГС? Обязательно, Да, вот для я дочери вы просто захотите. формулирую некую вот такую глубинную тему этого вопроса. Да? Да, я согласен, что есть внешний аспект, он важный, и я сказал, что у женщины другой взгляд. Знаете, Вот как женская, сказано... конечно, Нет, а в чем аудитория все проблема? равно будет... Знаете, вот в И чем Библии... больше церемоний, тем лучше. Вы знаете, в да, Библии для женщин, сказано, я создал я вас мужчиной и женщиной, положил между вами вражду. То есть взаимоотношения мужчины и женщины — это всегда противостояние инь и янь. То есть это всегда минус с плюсом. Поэтому я не верю в тотальную гармонию. Тотальная гармония — это ложь на самом деле. Я просто противник тому, чтобы эта ложь насаждалась. Мы верим в татарскую гармонию, так что давайте. Хорошо, об Гармонь этом татарская, поговорим после рекламы. Азат, и вам слово тоже дадим. Вы в Сочи, мы можем вас немножко отдыхайте. Озанның Мәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. 249-16-31. Ого! Рекордно низкие цены в находке. Фарш куриный в оболочке 500 грамм 49 рублей. Сосиски обеденные 1 килограмм 89 рублей. Порошок стиральный миф 2 килограмма 900 грамм 169 рублей. Срок акции по 11 июля 2021 года. Подробности у продавца. Хезмәт хакимиде. Кредит түләп булмый. Банкрот центрга шалтыратырга вакыт. Очень важно думать не только о своем здоровье, но и о здоровье своих близких. Мы должны научиться жить без страха. Я вакцинировался, а вы? Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Слово даем Азату. Азат сейчас находится в Сочи. Я думаю, что очень приятная, наверное, обстановка сейчас у вас. Что думаете, почему все-таки, во-первых, вы проходили церемонию уже какую-то? Вы женаты? Да, коллеги, добрый вечер. Да, я проходил в 2012 году, и, конечно же, это была и официальная церемония, и никак, но я хотел вам, как всегда, рассказать точку зрения Москвы, про московских татар и мусульман в общем. Так как с 2006 года занимался организацией и ведением никахов и свадеб только безалкогольных до 2017 года. В 2017 передал торжественно Айрату Загриеву, он перенял эстафету лучше, чем я даже ведет. И суть в чем? Суть в том, что я всегда был за оба варианта. То есть мы проводили, особенно у нижегородских татар сперва проходит никах, в предыдущий день четверг, а в субботу большая свадьба. Так вот, я всегда был за то, чтобы ЗАГС обязательно был, потому что во всех ситуациях жизненных девушка всегда находится в более уязвимом положении. Да? То есть как только происходят какие-то проблемы, какие бы там ни были мужья-мусульмане, праведные, правильные, в конфликте у людей нарастают такие ситуации, что люди не понимают, как вообще могли жениться или замуж выйти за этих людей. Поэтому, конечно, ЗАГС, как официальная структура, которая позволяет супруге иметь права на раздел имущества и на прочие вещи, очень важна. Я до сих пор остаюсь при таком же мнении. Безопасность в определенной степени, да, для дальнейшего? Да. Очень важно. Второй момент, который я хотел сказать, что вот последние годы, которые мы занимаемся организацией свадеб, с 2017 и дальше,
Сейчас мы продаем билеты на свадьбу. То есть, чтобы молодоженам не было тяжело провести свадьбу, мы прям продаем входной билет. Многие с удовольствием на это идут, решается вопрос подарка. И таким образом бюджет свадьбы обычно закрывается. То есть сейчас, как в Казахстане, не надо брать кредит и так далее. Да? И чем свадьба компактнее, чем ты меньше себе можешь позволить, тем лучше на самом деле. Бизнес-модель свадеб уже появилась. Бизнес-модель свадеб, Улан, ты не пойдешь, на тебя билет не хватило, понимаешь? Нет, вот видите, здесь вот и обратная сторона, коммерциализация сакрального процесса. Я же говорю, что это вот таинство определенное, но его нужно То есть вы считаете, что до продажи билетов на никак не пройдет? Ну, это вот, я считаю, это абсолютно неприемлемо. Не никак, это уже вот я и говорю, то есть просто Руслан беспокоится, что именно этот процесс... Да, я переживаю на этот счет очень серьезно. Что как бы не коммерциализировали сам никак, а другую церемонию. Вот это важный процесс. Важный процесс. У человека несколько, то есть рождение, дети, свадьба и смерть. Да? Но если когда их превращают в такой карнавал, то, на мой взгляд, это выхолачивание определенного содержания. Да нет, Руслан, это даже не карнавал, это никто не собирается деньги брать. Просто это, скажем так, фишка, потому что сейчас, на самом деле, вот этими свадьбами люди пытаются как-то удивить, как-то придумать так, как не было у других. И вот эти вот билеты, там же не продают за баснословную сумму, там же нет такого, то что, вот, пожалуйста, вы купите на одного человека по 5000, тем самым мы свадьбу отобьем, подарка не надо. То есть, ну, это просто, мне кажется, как бы придание этому какого-то действительно такого, чтобы люди сказали, здорово, слушайте, билет, чтобы пойти на свадьбу, нужно билет купить. Ну, то есть вот... Люди могут сказать все, что угодно. Мы не говорим про людей, потому что люди 90% случаев... Но если молодоженам это нравится, то они делают, ну, конечно. Предлагают, да. Брачный договор необходимо заключать. И парадоксальные выводы, которые были сделаны на основании социологического опроса, проведенного в 10 субъектах Российской Федерации. В Республике Татарстан сосредоточена наибольшая доля тех, 25%, кто считает, что надо заключать брачный договор. Я тоже сторонник. Брачный договор без брака в ЗАГСе действителен? Это вопрос к юристам. Это вопрос к юристам. Ну, нотариально оформляйте. Алина, вы знаете, это очень сложный вопрос. Если девушка предложит парню, жениху, такое, значит, составление, обязательно он подумает, что она корыстна и что она уже готова к разводу. То есть у нас это вот не воспринимается. Мы не в Европе живем. Ну сейчас у молодежи, да, сначала я тоже так воспринимал, что американщина сейчас там, значит, наши ценности. А сейчас я смотрю, молодые люди нормально к этому относятся. Это характерно для повторных браков. Это когда уже обжегся? Так, давайте Алине дадим слово. Если вернуться к вопросу, важны ли традиции, то традиция – это основа, из которой складывается религия. Религия – это наш основной стержень. И вот у вас идет рост обращений? Вы замечаете, что становится больше людей, желающих именно провести церемонию никах? У нас идет, да, рост. И сейчас, как делают молодые, зачастую они просто проводят регистрацию в ЗАГСе и далее проводят уже халяль-туй. То есть это не просто никах, когда приходит хазрят, читает, проводит сам вот этот никах, но и проводится халяль-туй, то есть это безалкогольная свадьба. Нет, фактически регистратора заменяет мулла. По поводу традиции нет, регистратор он тоже есть. Регистратор есть. Нет, я понимаю, но фактически мы просто пытаемся заменить, мне кажется, эту церемонию, вот превращая никах из такого очень личного, тихого, наверное, тихой церемонии, вот в такую церемонию чуть ли не с продажи билетов. Вы можете вызвать представителя ЗАГСа, и он просто вот во время никаха... Все это расписано. Просто смотрите, вот никах это одно, никах можно оставить. Вот мы сейчас говорим о регистрации. Люди делают регистрацию уже, да, вот как Наиля Ханум сказала, ну как же, мечта девушки зайти в ЗАГС и подписать. Просто люди сейчас переносят это из того места, где был ЗАГС, они находят более красивые места. Например, у меня было очень много регистраций у воды, на пирсе. Ну, то есть вот это они также оставляют. Ну, то есть без этого никуда. Без этой бумажки, что ты замужем или женат, никуда. Ну, то есть это уж, ну, у нас страна такая, да, мне кажется, и везде. И так же, как Азат сказал, что это необходимо потом. Может же все случиться, действительно. Просто сейчас люди как-то меняют это место, локацию, на более красивые места. Кто-то делает это на крыше, кто-то делает это у воды, кто-то делает это на Кубе. Да, вот у меня был такой. Да, мы с друзьями, они нас позвали, он говорит, будет регистратор. Там тетенька вышла, мы ничего не понимали. Ну все, объявляем вас мужем и женой. Вышли музыканты, поиграли, и все. И мы пошли танцевать. То есть по-разному люди делают. Вообще, какие были традиции? Как было правильно проводить никах? Сколько дней должна была идти эта свадьба? Вот есть какие-то такие Ну вот коллега как раз жесткие очень рамки? правильно рассказал, что все-таки у татар была традиция, сначала проводился никах, а потом уже официальная регистрация. Она, как правило, была вот по пятницам, это проводилась вся эта процедура. И никах проводился, как правило, в семейном кругу. Это ближайшие родственники, это, как правило, дома.
это, конечно, совместное приготовление пищи, совместное потребление пищи. Это деревенский мулла обязательно присутствовал. То есть такой традиционный формат он был. И в советское время, конечно, появились какие-то новые элементы в проведении, в том числе и никах, и вообще самой церемонии регистрации в ЗАГСе. Например, наверное, старшее поколение хорошо помнит, что обязательно был оркестр, например, обязательно было... Оркестр тоже был в двух случаях. Оркестр был, были машины обязательно. Это на свадьбах, наверное, не на никахе, наверное. Нет, я про свадьбу, про свадьбу рассказываю, да, о том, что, конечно, вот советская свадьба, она очень сильно отличается от современной свадьбы, да, и, конечно, это очень только... А как вы сейчас относитесь к тому, какие церемонии никаха проводятся? Как проводятся Ну, вы обряд знаете, никаха? я как социолог должна сказать, что это как бы неизбежные процессы, которые, ну, так или иначе будут касаться любого народа, в том числе и татар. Процессы глобализации, американизации, европейской культуры, свадьбы, которые проводятся вот на пирсах, возле водоема, это, естественно, все привнесенная культура, и, в общем-то, ну, мы не сможем от него отказаться. Так или иначе, молодежь вовлечена в эти процессы, так или иначе мы будем поглощать вот эту культуру Главное, чтобы проведения. никак прочитали, а потом свадьбу. Конечно. Или сыграть, или не сыграть, это их решение, но в ЗАГС должны пойти. Хорошо. Данные исследования сейчас мне хочется привести в Центр семьи и демографии Академии наук Татарстана. Респондентам задавали вопрос о том, что приводит к исчезновению национальных традиций в современных семьях. Сейчас нам графику дадут. Вот Чулпан Ильдусовна, я думаю, нам прокомментирует. Да, в рамках государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа» Центр семьи и демографии проводит исследование. Его цель – изучение и продвижение модели татарской семьи. И если мы посмотрим, снова мы возвращаемся к намерению провести никах или венчание, либо не следовать вот этой традиции, поскольку многие не являются верующими, а вообще одно из другого вытекает, то мы увидим, что у нас есть группы, в общем-то, и в тех семьях, где оба партнера одной национальности, либо они разной национальности. Ведь вообще в брак люди вступают для того, чтобы рядом был любимый человек. То есть у нас функция семьи первое, это ведь не продолжение национальных традиций. Просто нам очень хочется, потому что у семьи есть наиболее ресурсы мощные для того, чтобы из одного поколения в другое вот эти все традиции, верования, обряды переходили. Ну так вот, мы с вами посмотрим, и действительно самое тревожное, я вновь вернусь, в никахе, это то, что, к сожалению, они могут не перейти в зарегистрированные браки позже, а вот все-таки из минутки радости, которая будет различать мусульман и христиан, проживающих на территории Республики Татарстан, заключается в том, что у опрошенных нами мусульман, которые намереваются вступить в брак, вот среди них в 3 раза больше доля тех, кто ориентирован все-таки на регистрацию отношений до начала фактического совместного проживания. То есть они и на сожительство не ориентированы. Мы говорим, что молодежь у нас разрушает институт брака, а видим, что есть те, кто по-прежнему хочет, встретив человека, только с ним пребывать в эмоциональных, сексуальных и других отношениях. А вот у христиан в 2 раза сильнее выражена Верните нам ориентация на прежнюю сожительство. графику, да, пожалуйста. Угу. Чтобы мы видели. Ага, продолжать, да. Ну, в общем, да, по этому вопросу. Есть что сказать, Руслан? Был знаком с... У меня, знаете как, когда я поженился, у меня супруга, она русская. И я тогда еще, это было сколько лет, наверное, 10, даже, может быть, больше назад, я вообще не знал, что про никах, вот честно говоря. Ну как, я знал, я просто как-то так, ну тогда еще, у меня не было знаний. И знаете как, у нас родился сын, и мы пошли в мечеть, и сын кушаргаинда, ну то есть, да, ушко, чтобы на ушко почитали. Приходим, и хазрат говорит: а у вас никак был? Мы такие: нет, не было. Он говорит: так нельзя, давайте я почитаю. И он нам почитал в мечети буквально за минут 10, наверное. Он там прочитал все молитвы, дуаларна. Ребенок лежал вот такой вот голый, да, он над ним еще и ушко ему, на ушко почитал, и еще никак почитал и сказал: ну все, теперь, бисмиллях, пожалуйста, живите. А мы пошли просто, вот мы как, ну, мы пошли в ЗАГС, вот я помню, в центре, потом близкими просто посидели в ресторанчике, и все. Но про никах мы не думали. И вот только про никах я узнал, когда мы пришли в мечеть, и то на ушко, чтобы сказали имя, и хазрат сказал: без никаха я читать вам не буду. Он почитал тизгана быстренько, и все. То есть вот видите, люди же даже, многие, мне кажется, об этом даже не знают. То есть вот если в семье не было этого, да, у родителей не было, они не рассказывали, молодежь, мне кажется, тоже некоторые также
наверное, ну давайте в ЗАГС сходим, распишемся. Они даже не думают. Или, например, то, что в церковь надо идти венчаться. Мне кажется, тоже... Да, вот... мне кажется, нет таких молодых людей, это которые сейчас, не знают наверное, об этом. Ну, 10 лет назад. Это может быть, сейчас, да. Мы может живем быть, в все информационном обществе, я извиняюсь. Ну, все может знают быть, да. все просто. Ну, вот такая Молодежь знает ситуация. больше нас в этом плане. Ну, Руслан, как бы то ни было, вот эти обряды в мечетях, они же даже еще лет 10 назад и не проводились как таковые. Это сегодня каждая мечеть Да, открывает да, залы, там открывает Это специальные сейчас, дни. да, сейчас отдельные церемонии. 10 лет институализировали, назад да. этого не было. Да, были дома, да, семейные В были. семье, я говорю, мулла приходил, просто Вот и читали всё. и расходились. Сейчас, почему сейчас люди владеют этой информацией? Потому что и мечети проводят очень активную работу по привлечению... Сейчас институализация в этом смысле хорошо работает. Это же тоже индустрия. Это Да, тоже да. индустрия, и коммерческая индустрия в том числе, и воспроизводство культуры, услуги, да. Да. Ну, к этому и стоит, наверное, так относиться, в этом ничего плохого нет. Просто иной вопрос, что вот когда здесь хорошие цифры привели, что касается мусульман и у православных, почему так связано? Ну, потому что у мусульман считается вот, вне брака сожительство, это страшный грех. Да, жизнь Поэтому без никаха. считается, что нужно сделать никах, и только всё потом идут, да. ЗАГС. Потому что мусульмане, они более укоренены, наверное, в своей вере. Вот. В православии, я же говорю, там немножко как бы вот есть разбалтывание, связанное с тем, что многие воспринимают еще и советский контекст. Советский контекст воспринимает и ЗАГС, что это некая такая общая палитра всего. Вот. Но меняется, это хорошо, что восприятие Хорошо, но людей меняется. уже потом, позже, после перерыва на «Новости Татарстана» мы обсудим в нашем ток-шоу, насколько это все-таки дань моде или осознанный выбор. Это тоже интересно. По настоянию родителей делают это дети или все-таки приходят к этому действительно через себя, через веру. Об этом чуть позже, пока «Новости Татарстана». Не переключайтесь. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканалах ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Еще раз приветствую всех наших телезрителей. Сегодня мы разговариваем на тему «Современный брак. Важны ли национальные традиции?» С экспертами в студии. Достаточно бурная беседа была в первой части. Я не знаю, насколько это к традициям, но такое традиционное представление о главенствующей роли мужчин, мужа в татарской семье и подчиненной невестки. Ну, даже сейчас Руслана разозлю, но скажу про Зулейху, которая открывает глаза, то, что мы видели там, да, как иллюстрация семейного уклада столетней давности. Ушел ли патриархальный уклад в татарской семье в прошлое, или что важно сохранить с прошлого и что применить в нынешнем? Давайте попробуем у Нелли Касимовны для начала уточнить, насколько девушки сегодня отдают главенствующую роль мужчине. Руслан просто внимательно. Знаете, тоже приведу свою статистику, потому что к нам в Центр создания семьи обращаются женщины. Женщины, которые добились многого в этой жизни, можно сказать, стоят на вершине горы. И вот каждая, приходя, говорит: я хочу быть слабой, я хочу быть защищенной, я хочу быть под крылышком мужа. Вы знаете, это вот, я привожу свою статистику. Я привожу не где-то откуда-то взятую, да, а именно ту, которую я действительно для меня озвучиваю. Да? Эта женщина устала нести на себе Нет, вот не это? усталые, но... Или все-таки это традиционное представление, что мужчина в семье это воспитание. Главный? Это воспитание. Это то, что они, вот родители, дедушки, бабушки, да, оттуда идут это все, это позыв, наверное, души, да, и они стремятся быть именно за мужем. То есть вот такая у татар тенденция, да, создания брака, она существует. И я думаю, очень желаю, конечно, чтобы это сохранилось на долгие года. Главное, тут согласились, Айрат нет у вас? Нет, я только что начал понимать, что, оказывается, нужно нажимать кнопки для того, чтобы свое мнение высказать. Все, у меня зеленый, конечно. Да, это хорошая статистика, она, честно говоря, меня обрадовала. Иной вопрос, что мужчин-то меньше становится, я имею в виду настоящих мужчин, да? То есть вот это вот унисекс, она действительно присутствует. Ну, например, удручает, я жил какое-то время в Москве, и там нормально прийти, например, парень с девушкой, там, друг, не друг даже, да? Может, они друзья даже. Раздельный счет. Вот мы там встречались даже по работе, я оплачивал, например. Они говорят, ну, сразу видно, или татарин, или кавказец. То есть восприятие к женскому у нас совсем другое, уважительное и так далее. Но вот эта идея того, что должна быть уравниловка, она на самом деле очень, очень тлетворная. Да, равные права, но возможности-то у всех разные, да, то есть женщина — это действительно слабый пол, мужчина обязательно должен ее опекать. Раневская вас не слышит. Фактически, да. Но когда мы говорим о равноправии,
путают, что женщина должна выполнять ту же функцию, что и мужчина. Не в этом смысле, конечно. Функционал разный. Но опять-таки женщина ведь ищет, потому что нет таких мужчин. Потому что мужчины тоже мельчают, потому что мужчины тоже становятся более женственные, они становятся безответственны. Вот. У них как бы выходит мужское начало. Что такое мужское начало? Это тестостерон. Тестостерона нет. И вот мы видим этих ребят с крашенными волосами, там сзади не поймешь, мужчина или мальчик, или девочка. Иной раз в транспорте не знаешь, как обратиться, чтобы не оскорбить. Вы. 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 Или оно. Или оно, да. Очень часто ответственность за то, каким вырастает мужчина, перекладывается только на женщину. И в этом ракурсе очень важно, чтобы все-таки дети рождались в браках, зарегистрированных в ЗАГСе, поскольку в полной семье ребенок имеет модель и мужского поведения, и женского поведения, что формирует в будущем его удачливость в семейной жизни. То есть от ЗАГСа, от ЗАГСа зависит удачливость, что ли, получается? Полная семья. Зависит от того, есть ли рядом фигура отца. Да. А после никак ее может не быть? Ну, давайте не забудем, что у нас ведь демографическая проблема была связана с тем, что поколение, которое после войны, это действительно безотцовщина, это вот целое определение. И многие поколения, в общем-то, и татары тоже воспитывались в неполных семьях, без отцов. Это, конечно, наложило на отпечаток. Но вот как раз традиции, они помогают, потому что это вот эхо прошлого, вот это коллективное бессознательное этническое, которое у нас есть, оно вот, как Наиля Аханова правильно сказала, оно тянет, это зов крови, и его не уберешь никуда. Его надо как бы сохранять и культивировать. Причем люди часто не осознают даже на самом деле вот значение этих национальных культур. А вот мы проводили такие исследования в русских и татарских семьях и спрашивали у супругов, как решаются семейные повседневные проблемы. В русских семьях нам говорили муж и жена, мы все решаем вместе, мы всю работу по дому выполняем вместе, все роли домашние мы выполняем вместе, исполняем. А вот в татарских семьях нам говорили, вы знаете, нет, у нас самый главный в семье это мужчина, наш папа. Но это не означает, что женщина в татарских семьях как-то она принижена, как-то, да, какой-то занимает второстепенную роль. Просто не принято говорить о том, что женщина, она находится наравне с мужчиной. Мужчина – это глава в татарских семьях, это глава семьи. Женщина занимает очень важную, существенную роль, хотя, может быть, она и не говорит об этом, и не принято об этом говорить. Это вот такая особая, такая татарская традиция. Ну, вы знаете, тоже хочу вот добавить. Сейчас просто так все быстро меняется. И меняется как-то так даже в какую-то извращенную форму. Да, вот понятно, вы сказали про парней, которые с красными волосами и так далее, так далее. Но сейчас даже то, что девушка... сейчас же феминизм в основном тоже расцветает, да, с этим тоже нужно... Это тоже нужно не забывать, потому что женщина все, вот мы сами, машину сама, карьеру сама и так далее, так далее. И я с этим столкнулся в том плане, что... Нет, слава богу, у меня дома все хорошо, то есть каждый знает свое место, да, каждый знает свои обязанности. Но один раз я выложил то, что... Ну вот просто у меня был выходной. Да, я просто, супруга, она у меня постоянно по командировкам. Ну, вот такая вот у нас. Я вот творческий человек, она по командировкам, сын у нас все время на дистанционном обучении, фигурист и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что я выложил, как я решил убраться. Ну, вот просто решил убраться, да. Я там начал пылесосить, полы протирать, пыль протирать и так далее. Вы знаете, сколько хейтеров нашлось, которые сказали: щупряк, нельзя помогать жене, ты что делаешь? Ты должен быть мужиком в доме, ты должен деньги зарабатывать. А она что? А она на что тебе? И так далее, так далее. Я вот тогда вот просто подумал. Я понимаю, если бы у меня дома, например, она приходила и говорила: ты что здесь не убрал? А кушать кто будет варить, да? Тогда другое дело. Но просто, ну, я вот сейчас просто думаю то, что... Может быть, и не... Ну, понятно, теперь я уже после этого думаю, может, не надо было выкладывать. Зачем ты это выкладываешь? Люди... Это вопрос, о чем мы и говорили, что частная жизнь – это частная жизнь. Да, да, да. Не надо ее опубличивать. Нет, но это дело даже не в том показать, что я такой молодец, а то, что, ну, все равно, личная жизнь есть личная жизнь. Мы, творческие люди, все равно показываем свою личную жизнь. И на сцене, и в этом понятно, что без фанатизма. Что-то прям личное я, конечно, не позволяю. Я детей не выкладываю, я супруг не выкладываю. Но вот вчера выложил, как мама поет, и людям принес удовольствие. Ну, по крайней мере, они там: как это красиво. Да, здесь нужно знать грань. Но просто я к тому, что реакция какая была у людей, да? Даже не на то, что я выложил, то, что типа ты что хвалишься, а на то, что ты что как тряпка себя дома ведешь. Вот как раз национальные традиции, вот извините, что перебил, они как раз ставят преграду вот этим вещам, опубличиванию, так сказать, вот же жену не обесцениванию принципа семьи.
Почему вот важно, что жена шея, мужчина голова, да? Там, ну, по этой истории, знаете, не повернется без шеи. Вертим. И действительно, да. Вертит так и так. чтобы не потерять. Но ведь добавки. мудрая женщина, она никогда не признает, что я там главенствую. Да, она говорит, да, у меня муж там вот ул безнег баш. Вот. И в этом мудрость женщины заключается, в том, что она мудрее мужчины в этом. В житейском смысле женщина мудрее мужчины, это однозначно. Наля Касимовна, вот мы говорили о том, что женщина хочет и какого мужчину она ищет. А что мужчины ищут? И вообще мужчины ищут сегодня? Да, ищут. Кого ищут? Вы знаете, самый первый вопрос, когда мы задаем, и самое первое такое пожелание, не красота, не богатство, не какое-то состояние, а понимание. Понимание. Ну, на первом месте. Да, понимание. на первом месте. Второе. Понимание. Второе это... Опять понимание. Нет, второе это уже другое. Второе это большое желание быть женой, идти к созданию семьи, то есть принять, можно сказать, ну, ту структуру, которую видит мужчина, да, то есть как он видит семейные взаимоотношения, чтобы она тоже... Нет, а вот мужчина кого ищет? Какую женщину ищет мужчина? Хозяйственную. Одним Вот. словом могу так сказать. Хозяйственную. Да. представление И у нас о женщины традиционной роли очень женщины. готовы к этому. Почему? Я у каждой спрашиваю, она говорит, я возвращаюсь с работы, и у меня есть время, есть желание, есть энергия, чтобы угодить семье. То есть наши Это татарки- традиционный уклад Да. так и сохраняется у нас сейчас, да? Но сейчас опять-таки еще также меняется, что те, кто не успевает, слишком деловые женщины, они заказывают, например, домой человека, Это который тоже придет, выход из который придет, положения. уберется и так далее. У меня сейчас даже кухню заказывают домой, ну, сейчас Робот это пылесосит все целый день. развито. Вот я говорю, вроде бы традиции, это надо их держать, да, так же, как на свадьбах. Мне говорят, Айрат, вот у нас традиция Ипи Балма, ее надо оставлять. Я говорю, оставляйте. Даже если свадьба у вас будет, там, я не знаю, вы не пойдете в ЗАГС и так далее, вы будете в шортах жениться, в джинсах, но вот это вот оставляйте, потому что это атианилярга-киряк. Они, как родители скажут, как И вот домовитость женщины, она приветствуется. Сколько бы там у нее не было дипломов, какого бы Красоты, да, красоты. детей. То есть она должна еще быть хозяйкой. Ну да. Хорошо. Прервемся на рекламу, потом вернемся буквально через минуту. Не могу точно сформулировать, что значит быть татарином, но физически я ощущаю различия. Наша татарская кровь бежит быстрее, она всегда готова закипеть. И мне кажется, что мы более томные, более чувственные. В нас есть своеобразная азиатская мягкость и в то же время горячность наших предков, этих прекрасных немногословных всадников. Татарин, в сущности, довольно сложное создание. Таков и я, Рудольф Нуриев. Озанның Мәрҗани мәчетендә Курбанга сарыклар сатыла. 249-16-31. Данила Мастер. Памятник пенсионерам по низкой цене. 202-38-32. Я ищу людей на ХХРУ. ХХРУ. Работа есть всегда. Очень важно думать не только о своем здоровье, но и о здоровье своих близких. Мы должны научиться жить без страха. Я вакцинировался, а вы? Наша жизнь не стоит на месте, заставляя двигаться только вперед. Но цена одной ошибки может быть очень высока, если вовремя не сбавить обороты. Итак, мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Еще раз добрый вечер. Да, Алина сейчас у нас хотела тоже прокомментировать, насколько о главенствующей роли, да, мужчины и Нет, я хотела бы добавить к вопросу, ищет ли сейчас девушки, ищет? либо же мужчина. Да, ищет, и этот вопрос действительно он сейчас актуальный. И у нас есть не только Никах-центр, но у нас есть проект в нашем комплексе, называется «Эдемнер Хемхавалар», и мы проводим знакомства между девушками и мужчинами. То есть там это не как быстрое свидание, это
то место, та площадка, где молодые люди могут с девушками познакомиться, заобщаться, и далее это все может то есть привести к никаху. фактически мы говорим о традиции свахи. Сегодня как элемента для того, чтобы соединить Не совсем, это даже просто больше площадка. Очень многие сейчас, несмотря на то, что есть соцсети, но многие боятся подойти где-то сейчас в кафе, просто познакомиться в театре или еще где-то. Да некоторым и нельзя, если по шариату, Ну, там, даже например, да. подходить просто. Справку сразу. Нет, все-таки свахи сейчас пользуются популярностью, прибегают, особенно, мы так сейчас говорим, наверное, о татарских семьях, да, где все-таки женщины немножко... Да, пользуются спросом. Почему? Вы знаете, они хотят надежности. То есть в интернете, конечно, есть такой процент людей, которые побаиваются, которые могут обмануть. А уже сваха со своим удрученным опытом, то есть уже может подсказать того человека, который действительно соответствует темпераменту. Что касается сваха, у меня есть такая рубрика, которую я прям так и назвал «Свах на никах». Я обычно, когда веду никах или свадьбу, мне пишут там, например, незамужние девушки, знакомые, незнакомые там в Инстаграме. И также парни пишут. Я говорю, слушай, Айрат, у тебя же много, вот ты никак ведешь, там столько сестер, познакомь. Я говорю, ну как, я вот сейчас подойду, скажу, вот нравится, не нравится и так далее, да? Я говорю, присылайте мне анкеты. Как-то раз я это сказал в своем сторис. Меня завалили анкетами и фотографиями. И я говорю, я профессионально этим не занимаюсь, но когда вакат-бар, да, я, например, смотрю, еще такого-то, при такого-то. интернет-площадках, при развитии социальных сетей, Да. при специальных сайтах знакомств и так далее, в общем-то, роль свахи, сводничество, правильно будет? Ну, наверное, свахи. Дефицит, на самом деле, вот таких площадок. Вот вспомните фильм «Москва слезам не верит», где главная героиня пришла в клуб и начала знакомиться. Она там... Да, или на кладбище хорошо знакомиться. Да. В библиотеке они еще знакомы. Главное, чтобы повод был хороший. Вы знаете, в чем еще проблема здесь очень важна, что мы сильно урбанизированы, и человек очень индивидуализирован. Вот это вот погружение во внутреннюю психологию человека, когда он начинает бесконечно искать себе, как это говорят, пару. И вот чем глубже он погружается, знаете, как говорил Ницше, если долго вглядываться в бездну, она тебя поглотит. И чем ты больше вот внутри себя копаешься, тем труднее найти. Раньше же как было? 12-13 лет, 15 договаривались, женили. Все, проблем не было. Сейчас человек очень индивидуализирован, он бесконечно ищет совершенство, идеал. И вот уже раз, ему 45. И бабка... Я соглашусь с Русланом, у меня много большая таких проблема. знакомых парней, которым уже за 35, уже к 40. Я говорю, ты почему не женишься? Он говорит, я говорю, вот же. Он говорит, нет, это не для меня, я не для этой, у этой такие запросы. И он все стареет. Я говорю, ты же один останешься. Он говорит, ничего, когда-нибудь найду. И в итоге он вот как этот ходит. Да, это как раз почему... Статистическую точку и подтверждение поставить в этом вопросе. Данные переписи, которая была у нас более 10 уже лет назад, показали, что в группе 30-45 лет в Республике Татарстан 50 тысяч одиноких мужчин и женщин. Те, кто никогда не состоял в браке, не имеют на сегодняшний день ни душевного, ни эмоционального, ни даже сексуального партнера. А на минуточку, это люди все еще репродуктивного возраста. Да. И это потенциальные 50 тысяч малышей, если они найдут друг друга. Да. Цифра такая, конечно, пугающая. Мы сейчас хотелось бы послушать имама татарской общины Рамиля Беляева из Финляндии. Вот где в Финляндии ищут пару? И как там сохраняют традиции? Если подходить к этому вопросу с точки зрения татар Финляндии, там это стоит еще более остро. Потому что татар в Финляндии не так много, всего лишь 600-700 человек, и среди этих людей найти себе пару порой очень и очень трудно. Поэтому представители финских татар женились, выходили замуж за представителей татар из России. Для меня, в частности, совершенно является сложным и непонятным формулировку вопроса «я не могу найти себе пару» в Москве, в Казани, в других городах России, где компактно живут тысячи и тысячи татар. То есть, если для таких больших мегаполисов нет возможности найти себе спутника жизни среди большого скопления татарского народа, то для маленьких диаспор, как Финляндия, как Америка, как Австралия и других стран, это стоит еще более актуально. Для этого, конечно же, необходимо развивать связи между диаспорами, и для этого очень много делается, и в том числе и Финляндия.
Наши молодые люди посещают Казань, посещают города Татарстана, участвуют в мероприятиях. И будем надеяться, что в будущем они также найдут себе пару среди представителей своего народа. Там еще острее проблемы стоит. Хотя у меня всегда было ощущение, что среди 600 найти пару проще. Вот они более-менее компактно расположены, и ты можешь видеть всех, да? Чем в мегаполисах. Там эта проблема уже не одно поколение, на самом деле, потому что там всего 3 семьи, по сути говоря, 3 рода, и они уже там... которые образовали. Да, они там между собой настолько как бы перехлестнулись в родственном, что им нужно внешнее влияние. И это, наоборот, создает сложности, потому что выбора мало. А человек, если чувствует, что по каким-то параметрам не подходит, он не решается на брак. Потом это же финское общество, оно очень индивидуалистическое на самом деле. То есть у нас тоже такое представление о нем, как о неком вот таком чистом и прекрасном. Там тоже огромное количество проблем. И в том числе, например, человек из России, понятное дело, ему очень тяжело ментально как бы вжиться в этот. Я просто знаю людей, которые вот выходили замуж. Вот, им было тяжело там, потому что это совсем другое пространство ментальное. Языковое, я уж не говорю, и так далее. Поэтому нам нужно сохранять вот здесь, Волго-Уральский регион, это как бы вот наш центр, и поэтому нужно все силы сохранить, бросить сюда для сохранения. Для сохранения семьи. Мы сейчас в самом начале программы уже говорили вот о том... Азат что-то хочешь сказать, а то он уже там 2 часа стучится. Да, Сочи. Да, коллеги, я хотел на самом деле добавить от московских татар тоже информацию. То есть московские татары очень сильно смотрят на то, что модно в наше время. Да? И Москва, вы знаете, она смотрит на мир, привозит это все к себе и дальше, соответственно, реализует в Москве. Поэтому и московские татары, они тоже очень естественно относятся к моменту знакомства. Если это онлайн, значит, это не стыдно признаться, что человек познакомился онлайн. Если он действительно в каком-то месте познакомился, даже не совсем интеллигентным, то это тоже не стыдно признаться. То есть не стыдно знакомиться, не стыдно искать себе пару в любых, все, что естественно, то не безобразно. Поэтому я считаю, что мы не должны точно ограничивать себя никакими какими-то вот искусственными какими-то барьерами. И в связи с этим вот хотел тоже сказать, что мы долгие годы проводили такое мероприятие, как Никах-фест. Для чего? Для того, чтобы объяснить людям, что провести никах – это не только просто, это недорого и это очень-очень красиво. Соответственно, это подхватили регионы, но такое мероприятие на большом и классном уровне невозможно проводить только нашими инициативами. Конечно, вот в этой ситуации Татарстан бы я попросил подключиться, республиканский центр уже подключается к этим вопросам вместе с коллегами, всеми Алиной, Айратом и всеми остальными. Я уверен, можно это популяризировать, начинать в Татарстане, а потом уже выводить на татар и другие национальности всего мира. То есть это нужна популяризация в современном формате. Я всегда только за современность. Вот и площадка для встречи, да? Никах-фест, вот, который был в Москве, Азат его организовал, я его вел. Там приходили люди, действительно, то есть они узнавали то, что действительно есть такое мероприятие. И без анда мы там не просто говорили, делайте все никах делайте. То есть мы показывали красоту этого, понимаете? Мы показывали, там у нас просто выступал хазрат, который рассказывал, как это, что это. Мы даже провели церемонию никаха. Понимаете, там хазрат там читал. Люди, которые вообще с этим не сталкивались, они смотрели и говорили, ба, так интересно. Потом дополнительно мы сделали еще разные выставки, платья, украшения. То есть это было очень интересно. И потом позвонила девушка, организатор халяльных мероприятий в Самаре, и она там организовала Никах-фест. Я тоже туда ездил, вел. Тоже было очень интересно. Поэтому правильно Азат говорит. Вот это тоже место, вот если, например, добавить туда, что там еще знакомиться, но нужно это обдумать, но это очень хорошая тема. Хорошо. Еще один такой вопрос. Мы примерно к нему подходили, когда говорили, что достаточно никаха, в ЗАГС не идем, значит, юридически не подкрепляем. Может ли со временем обряд никах заменить, скажем так, гражданский брак в той самой норме, то есть что это неофициальное заключение брака, соответственно, никто не несет никакой ответственности. Неужели мы поставим знак равенства между никахом и неофициальным? Это уже идет, и это вытолкнет, потому что идет глобализация большая, в том числе стираются границы. Ну вот в связи с пандемией это немножко, конечно, процесс застопорился, но в целом человек уже не привязан, как раньше, к одной территории, к одной земле. Вот. Государство теряет тот функционал, который они были раньше. Поэтому и человек не прикреплен. То есть для него уже нету вот этой вот как бы зацепки, а пойти в ЗАГС и так далее. Да? Он может сделать никак, да, где-нибудь там в Польшу уехать, там сделать. Вот. Поэтому государственная функция здесь сужается, и человек становится совсем другим. А человек — это и есть как бы институция, самое главное.
Как вы считаете, мы можем прийти? Нет ли каких статистических данных? Возможно ли? Я еще раз хочу призвать Руслана и все мужское население в том числе. Все в ЗАГС. Одна из функций вот этой регистрации брака в официальных органах, она заключается в том, что это защита будущего ребенка, защита его прав. Хотя бы в этом ключе. Все-таки будет гражданский брак нормой? Вытеснит? Нет, это опять же патернализм. Мы все время говорим, что государство, вот, а почему мужчина тогда, пускай он берет ответственность? Я вот за то, чтобы был сильный мужчина, и он брал ответственность. Мы спихиваем все на государство, государство должно. У нас такое сознание, это сознание надо изживать, иждивенца. Вот. Государственные иждивенцы мы, по сути говоря. А ЗАГС как бы вот он вот покровительствует. Нет, мужчина есть, вот он отвечает. Если он не отвечает, если не отвечает? А если ну он тогда умрет? его вытаскивать. А если он умрет просто? Ладно, он там ушел, бросил. А если умер человек, то там понятно, а что ЗАГС будет помогать вам? Ну не знаю, там все равно. Есть целая документы, которые потом в том числе и потери кормильца и так он же далее. так и регистрирует. Нет, ну все-таки может ли никах, между никахом и гражданским браком мы в конечном итоге когда-то поставить знак равенства, что мы к этому придем? Если... Никах это уже брак по нормам шариата, по значит, законам ислама. Никах это уже брак. То есть если люди прочитали никах, они считаются мужем и женой. Но обратите внимание, у нас в Татарстане все имамы агитируют, чтобы люди все-таки зарегистрировали брак официально в ЗАГСах. И почему? Опять-таки, вот соглашусь с нашей милой Чулпан. Дело в том, что нужны какие-то законные основания, чтобы этот никах был принят еще родственниками, друзьями, чтобы объявили, что именно вот этот мужчина и эта женщина созданы друг для друга. Сейчас вот мы опять, когда говорим о никахе, мы говорим о чем? О том, что это дань моде, вот мы говорим, что это становится популярно, что это дань уважения к родителям, которые сами это делали, бабушки, дедушки это делали, испокон веков это делали, или это все-таки осознанный выбор? Вот что можно из статистики, из жизненной ситуации сказать? Насколько это осознанно? Возможно, это просто красивая церемония, как и в ЗАГС. Вы сходили, это обязательно полагается. Люди разные. И каждый, наверное, выбирает то, что ему близко. Для кого-то это, может, родители настаивают, а для кого-то это осознанный подход, потому что они, ну, как бы верующие люди, хотят, чтобы действительно перед Всевышним этот никах был благословенным. У каждого свой подход, наверное, скорее всего. У меня были свадьбы. И причем не одна, когда невеста, она сама из Казани, а он, например, чех, он немец, и она говорила: я без никаха за тебя не пойду. И он: я. И они делали никах, он разговаривал там на своем языке, но никах булда. Приходил хазрат, читал, и она уже вот прям с легким сердцем уезжала к нему туда. То есть это, мне кажется, еще правильно вы сказали, что это зависит от воспитания и зависит. Кто-то, например, смотрит картинку и говорит: о, никах. У меня есть знакомая, которая живет в городе Киров, и она смотрит вот эти фотографии с никаха, она говорит: вот прям вот это вот ваше, вот как это вы делаете, когда мулла приходит, это так красиво. Вот если бы у меня была возможность, я бы сделала. То есть кто-то видит, а кому-то, например, кто-то растет в таком обществе, где атиляр сделали никах, сестра двоюродная сделала никах, и говорит: у меня тоже никах будет. А некоторые, на самом деле, ну, говорят то, что нет, нам, в принципе, никак не нужно. Знаете, один мудрый человек сказал, что такое традиция. Это не поклонение пеплу, а передача огня, да? Вот этот огонь нужно сохранить, потому что если он угаснет, более чем убежден, что и государство начнет угасать, потому что в семье все сохраняется. Вне семьи все будет распадаться. Но я сторонник того, чтобы семья была именно самостоятельной, независимой ячейкой общества. То есть поменьше государственного контроля и побольше ответственности самим этим людям. То есть и в этом будет и сохранение традиций. Конечно, в первую очередь. Мы вот буквально подводим итоги. Да, Алина, ваши сейчас тоже... Формирует человека, его, в принципе, мировоззрение, сознание. И на самом деле, даже приходя к нам пары, есть те, кто действительно к этому осознанно идет, есть те, которые приходят: да, красивая картинка, да, вот как, Айрат, ты говоришь, и мы хотим провести никах, но в любом случае, видя итог, который происходит потом, все же пара осознают и понимают, что за шаг они сделали и вообще, что такое никах. Они то есть не потом до еще никаха, заранее а после. перед никахом Иногда ходят происходит, и учат слова, которые там нужно сказать. Да. Так, хазрат нас будет просить, что говорить? Ля-ля, да-да-да-да. Они хотя бы готовятся. первый шаг, да, мы говорим к традициям. А вот по поводу, Руслан, может, перебью и закончу, чтобы уже не перебивать. Вот он правильно говорит, что семья, она все-таки должна не зависеть в том плане, что вот сколько я сталкиваюсь с тем, что люди зависят от мнения гостей и так далее, да? То есть
вот правильно, вот если, например, глава семьи говорит, мы так делать не будем, то так оно и должно быть, да, и не нужно зависеть от родственников, которые говорят, как вы свадьбу без алкоголя будете делать, это же как, гости же не поймут, и все, и вот начинается вот эта вот смута, понимаете? А если отец сказал, нет, не будет у нас этого, мы будем делать вот так вот и так далее, то все, так оно и должно быть. Я вас поддерживаю, молодец. Как вы считаете, Светлана Ильдусовна, в итоге все-таки это мода, осознанный выбор, как сохранить традиции, подытожив? Хочется сказать, что в счастливых семьях вот эти национальные традиции, они являются дополнительной духовной скрепой. Но если два человека уже какие-то конфликты имеют, то национальные традиции эту семью, к сожалению, не спасут. Нелли Касимовна, очень коротко. Все-таки, что нужно сделать, чтобы сохранить? Вы знаете, надо соблюсти все традиции и строить отношения по самым лучшим, наверное, принципам, которые передаются в их семейных взаимоотношениях. Гульнара Фатовна? Мне кажется, знаете, татары в хорошем смысле все-таки очень традиционный народ, придерживающийся очень хорошо своих традиций. Никах был, есть и будет, как я сказала. И понятно, что сколько людей, столько мнений, столько разных моделей поведения, но вот все равно для большинства татар вот никах — это естественная часть традиции, естественная часть семейной жизни, естественная часть создания брака. Ведь никах, вот несмотря на то, что он является по сути религиозным, исламским явлением, для татар всегда воспринимался как проявление татарскости. И сегодня даже вот никахи часто проводят не только присутствие муллы, естественно, богатого стол, богатое угощение, но невестка часто приходит уже в татарской одежде, обязательно колпачок, обязательно какой-то элемент украшений какие-то на нем присутствуют. Жених часто бывает в камзоле и обязательно тюбетейку на себя надевает. То есть это явно демонстрация своей национальной идентичности. Никах — это вот тоже очень важное такое проявление татарскости для современных татар. Хорошо, Азат, буквально коротко. Да, ребята, коллеги, я только за то, чтобы все современные татарские традиции продолжались и прививались только через современные актуальные мероприятия. То есть все, что актуально вокруг, нужно это брать и применять через наши традиции. И все будет в наших семьях отлично. Без всяких Моргенштернов. Хорошо, спасибо. Но при этом удивительное голосование телезрителей. Наименьшее число голосов набрал традиционный ЗАГС. На втором месте 41% выбрали никах в мечети, 23% согласны на семейную жизнь без официального оформления отношений. И есть о чем задуматься, и, думаю, темы для дальнейших программ. Это была программа «Точка опоры». Я благодарю всех экспертов нашей программы. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Кешкі 9 жарты эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студия Фәнис Камал Хайрлы кеш.